Здравствуйте, это новости Татарстана в субботу. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Физкульт, привет и спортивный праздник! Это дает все. Спорт – это основа жизни. Как в Татарстане отметили День физкультурника, увидел Дмитрий Аренин. Битва эпох. Здесь вы представляете вся жизнь той эпохи, которую они представляют. Сегодня в Мамадышском районе прошел фестиваль исторической реконструкции. В прошлое отправился и Рамиль Галиулян. В Казанском парке имени Горького вновь развернулся фестиваль «Итиль». Каждый по-своему пытается внедрить какое-то новое веяние своей культуре, своему этносу. На празднике новой этнической культуры народов Поволжья побывала Сирина Васильева. Не только хлеб, но и картофель всему голова. Мы с уважением относимся, и, например, я сама очень люблю картошку. Как в селе Ислита Ратнинского района отметили Беренге Бейрамен. Праздник картофеля увидела Вероника Гайнутдинова. В эти выходные страна отмечает сразу несколько крупных праздников. Это День военно-воздушных сил России, Международный день молодежи и День физкультурника. Рустам Минниханов сегодня поздравил молодежь Татарстана. В соцсетях Раис Республики разместил видео, приуроченное к этому событию. В ролике рассказывается о молодых ребятах, которые достигли успехов в жизни. Это программист, гример, учитель, участник СВО и другие. Это Булат. Ему еще нет 30, а он уже запустил несколько IT-стартапов. Про таких, как Рома, еще Суворов говорил: «Хорош в строю, силен в бою». Не просто так, он уже награжден медалью за отвагу, полученной в ходе специальной военной операции. А это Анна. Недавно она стала лучшим молодым изобретателем Татарстана. Кто-то думает, что быть классным специалистом можно только обладая большим жизненным опытом. Но это далеко не так. Современная молодежь тому подтверждение. Они – наша гордость, наша сила и наше будущее. С Международным днем молодежи! Холовара Яшляр күні белән! В России уделяется приоритетное внимание развитию массового физкультурного движения. Об этом президент Владимир Путин сказал в Телеграме по случаю Дня физкультурника. Этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей, тех, кто профессионально занимается спортом, и, конечно, многочисленных приверженцев здорового, активного образа жизни. По всей стране возводятся тренировочные и оздоровительные комплексы, стадионы, ледовые дворцы. В регионах проводятся масштабные мероприятия, кросс-нации, лыжня России, соревнования школьников, президентские состязания и другие. Все эти события способствуют популяризации спорта, прежде всего среди молодежи, а также воспитанию новых чемпионов, говорится в поздравлении президента России. Татарстан масштабно отметил Всероссийский день физкультурника. Массовые мероприятия прошли во всех городах и районах республики. Центральной площадкой стала спортивная столица России – Казань. Здесь в экстрим-парке «Урам» состоялся большой фестиваль спорта. На одной площадке встретились любители и профессионалы в самых разных дисциплинах. Показали и свое мастерство, и трофеи высших достижений. Кто сегодня сказал «Физкульт, привет» и как занятия спортом помогают уверенно идти по жизни, узнал Дмитрий Аренин. Внимание! Марш! В прошлом кикбоксер, а сейчас бизнесмен Тимур Семенов сегодня на играх ГТО среди жилых комплексов возглавил команду своих соседей. Как говорит, спорт – это лучший помощник в жизни. Постоянно, когда что-нибудь таскаешь. Главное, когда даже что-то поднимаешь, это же надо правильно поднимать, чтобы не травмироваться. В жизни это всегда поможет. Даже с пола какой-то предмет поднять. Спортсмены-любители сегодня смогли поучиться мастерству у профессионалов, а дети выбрали для себя спортивную секцию. В экстрим-парке «Урам» представили показательные выступления по множеству видов спорта. Это одиночные, командные, игровые и единоборства. Спорт – это вообще база. База для всех, особенно для молодого поколения. Хотите быть красивым, молодым, умным, сильным, успешным, вам нужно сначала заняться спортом. Занятия спортом, спортивной гимнастики вырабатывают определенные качества. Целеустремленность, волю к победе,
осанку, фигуру. Физкультура, значит, украшает нам жизнь, смысл жизни меняется, общение, во-первых, и, естественно, самочувствие. Мы не хотим стареть, мы хотим жить. Просто не думай, кинь ногу туда, она залетит туда, слышишь? Настоящего спортивного азарта празднику добавили соревнования. За пояс чемпиона Казани сражались боксеры-юниоры, и сильнейший коллектив выявляли уличные баскетболисты. Сейчас в Татарстане физкультурой и спортом занимаются примерно 60% населения. Это один из лучших показателей в стране, который, как ждут, станет еще больше. Отмечаем прекрасный день физкультурника. Мы, как никто, заслужили право его отмечать, потому что мы по праву, и это мы заслужили все вместе, являемся спортивным регионом и спортивной столицей нашей страны. Ура! Аплодисменты! Молодежь, физкультура и спорт – это триединство одного большого направления. И, конечно же, важно, чтобы молодежь занималась спортом. Все гости праздника сегодня также смогли сфотографироваться с ценными спортивными трофеями и взять автографы у их обладателей. Свои коллекции кубков представили Рубин, Акбарс, Зенит и Уникс. Сегодня выступление еще продолжим. Посмотрим обязательно успеха вам на выступлении. Дмитрий Ирин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Сегодня в стране отмечают День военно-воздушных сил. Всех военных авиаторов и ветеранов ВВС Республики поздравил вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин. Этот праздник – символ многолетнего героического служения Отечеству и самоотверженного выполнения воинского долга. История военной авиации неотделима от героического прошлого нашей Родины. Золотыми буквами в летопись страны вписаны подвиги летчиков, труд работников авиапрома в годы Великой Отечественной. Доблестными наследниками и продолжателями традиции российской армии сегодня являются авиационные специалисты, летчики и штурманы. Они с честью выполняют свой воинский долг и боевые задачи в зоне специальной военной операции. Огромный вклад в развитие военной авиации страны вносят многотысячные коллективы авиастроительных предприятий, говорится в поздравительной телеграмме. Сегодня в Мамадышском районе представили масштабную историческую реконструкцию. Здесь прошла настоящая битва эпох. Стрельба из мушкетов, литье доспехов, палаточные лагеря в духе Древнего Рима и массовые сражения. Фестиваль посвящен двум знаковым мировым периодам – эпохе расцвета Римской империи и становления стрелецкого войска в русском государстве. Историческая реконструкция собрала тысячи гостей. Битва пришла на смену фестивалю средневекового боя «Древний Булгар», который проходил в Спасском районе. Сегодня воссоздали не только поединки и массовые схватки, но и быт тех далеких эпох. Рамиль Галиуллина отправился в прошлое. Я пока что в декрете. У меня малыш дома. Бизнесмен. Я строитель, специальность конкретно облицовщик-плиточник. Сегодня все они, словно на машине времени, отправились в прошлое. Одни в образе римских гладиаторов, другие – стрельцов, первых профессиональных военных царской Руси. Так на Мамадышской земле развернулась настоящая битва эпох. Чтобы прочувствовать эпоху, достаточно взглянуть на костюмы. Главное богатство каждого воина – оружие и доспехи. Очень много лет. Постепенно. А это вручную все как-то создается? Да, все вручную. Я дакиец, 1 век, война с Римом, Великая Дакийская война. Про них смело можно сказать: воины без страха и упрека. В таких костюмах тяжело в учении, а в бою еще сложнее. Доспехи тех времен впечатляют не только своим внешним видом, но и весом. Взять, к примеру, вот это снаряжение, которое на мне, в таком воевали римские офицеры. Броня порядка 12 килограммов, щит около 10. Тяжесть всего такого комплекта доходит до 30 килограммов. Помимо самих боев на площадке можно познакомиться со средневековой жизнью, увидеть, как были одеты люди и чем они занимались. Настольные игры, ткацкие станки, кузнецкие мастерские и другое. Я молю муку на средневековой мельнице ручной. Такие использовались примерно в 15-17 веке. Историческая подлинность – одна из задач реконструкторов. Старину воссоздали 200 специалистов из 14 регионов страны. Вся одежда пошита вручную. Городища возведены по учебникам истории. Все для того, чтобы ответить на главный вопрос фестиваля – Древний Рим или Царство Московское. Рим – это расцвет античности, а стрелецкое войско, вот его формирование – это расцвет той старой Руси, которая пришла уже к моменту
до смутного времени. Точнее, после смутного времени, когда... Посмотреть на историческую реконструкцию сегодня пришли порядка 5000 человек. Особенно поразило вот этот клуб. Я подхожу уже сюда несколько раз. Здесь, вы представляете, вот вся жизнь той эпохи, которую не представляю. Приехал, чтобы увидеть как раз вот... Люблю реконструкторские фестивали исторические, вот поэтому, собственно... Хотелось посмотреть вот как раз Римскую империю, вот это еще не видел. Попробовал себя в роли Цезаря, очень было много мастер-классов, очень я доволен. Кто хочет окунуться в прошлое, еще может это сделать. Битва эпох продлится 2 дня. В программе массовые сражения, древние представления и непередаваемая атмосфера далекого прошлого. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Мамадышский район. Программа капремонта домов в Татарстане выполнена на 90%. Об этом сообщил первый заместитель главы Минстроя Алексей Фролов на совещании в Доме правительства. Его провел премьер Алексей Песошин. За последние 2 недели сданы 37 объектов. Работы продолжаются в 465 домах. Близится к завершению ремонт школьных столовых. Работы выполнены на 95%. В конце июля Алексей Песошин поручил Минстрою Республики завершить ремонт школьных пищеблоков до 15 августа, чтобы успеть к началу учебного года завести и настроить оборудование. Ведутся работы по подготовке пищеблоков. Из плана 143 объектов 70 объектов завершены, а 56 объектов на этой неделе. Динамика за последние 2 недели более 20%. В принципе, все объекты в графике, также рисков не видим. В Лениногорском районе в ДТП погиб подросток. У деревни Старая Шугурова несовершеннолетний водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением на грунтовой дороге и перевернулся. В результате 13-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Водитель и второй несовершеннолетний пассажир доставлены в больницу. На место происшествия выехал прокурор Лениногорского района Алексей Панишев. Выясняются все обстоятельства ЧП. Госавтоинспекция просит родителей не оставлять без присмотра своих детей и не допускать бесконтрольного завладения ключами от машины. По данным ГИБДД, в этом году на дорогах республики зафиксированы 80 ДТП с участием детей, 91 пострадал, 5 погибли. Громкий скандал на этой неделе разразился вокруг Татарского драматического театра имени Аяза Гелязова в Набережных Челнах. В Минкульт Татарстана обратились актеры, которые проработали в нем больше 30 лет и буквально создавали татарский театр в городе с нуля. Всем им 34-летний худрук Олег Кинзигулов предложил остаться только на полставки. Театру нужно больше молодых актеров. А народным и заслуженным артистам светят второстепенные роли и игра в массовке. Общественность говорит о неуважении к актерам и их заслугам, эйджизме, то есть дискриминации из-за возраста. Подробности в репортаже. 33 года дали свою жизнь на этот театр. И на сегодняшний день мы не нужны. Полжизни на сцене, а с нами больше не хотят работать. С обидой говорят актеры Татарского драмтеатра Челнов. Остаться в труппе лишь на полставки возрастным актерам предложил молодой художественный руководитель Олег Кинзигулов, назначенный в январе 2020-го. Зачем мне его полставки? Я не полчеловек. Я нормальный человек. Всю жизнь добросовестно работали. Никаких пререканий не было до сих пор. И в такое положение поставить, какое он имеет право. В таком положении народные и заслуженные артисты с регалиями и многолетним опытом. Инсаф Фахретдинов, Булат Саляхов, Гулуса Гайнеддинова, Нурья Салахова, Флюза Касаева. Многие стояли у истоков театра. Полставки – это зарплата в 10 000 рублей. Если вы на полставки не будете работать, да? Он сказал, что я вас увольняю. На каком основании? Мы всю жизнь отдали вот этому театру. Мы хотим здесь работать. 12 лет проработали в Альметьевском театре. И вот приехали потом по вызову сюда строить здесь татарский театр. И детей бросили. И вот то зданию мы воевали, взяли, подписи собирали, чтобы было в Челнах татарский театр. В труппе 29 актеров, треть из которых возрастные. Худрук, по словам некоторых актеров, взял курс на репертуар, где большинство персонажей молодые. И нужны ресурсы для того, чтобы привлекать молодежь. Для старой гвардии в основном роли второго плана или в массовке. Свои действия Олег Кинзигулов объясняет стремлением к развитию театра. Для улучшения эффективности труппы, улучшения качества спектаклей была предложена такой вариант развития, потому что это дает
и возможность привлечь и молодых, и при этом они остаются, то есть как бы во всех спектаклях, то есть нигде ни в чем не проигрывают, также получают свою зарплату. О ситуации высказались многие коллеги по цеху, среди них и руководитель челнинских мастеровых. У актеров все немного по-другому в плане возраста, чем у спортсменов. Та же Алиса Френдлих до сих пор играет, несмотря на то, что ей уже за 80 лет. Мне жаль, потому что это целое поколение артистов, у которых есть свои поклонники, зрители. Но такое бывает. Ротация – это всегда печальный, тяжелый процесс. Я предполагаю, что у Олега есть свое видение театра, и он, возможно, отвергает тот театр, который был. Время рассудит, прав он или нет. И зрители. Татарских театров в России 12, 9 из которых в Татарстане. Как говорит театральный критик Нияз Игламов, у каждого свой стиль и свои особенности. Кому-то ближе современные постановки, кому-то классика. Периодические же кадровые изменения. Ситуация рядовая, что для кукольного, что для оперного. Театральная необходимость иногда возникает произвести ротацию, кого-то сместить, расширить или сузить штатное расписание. Это все решается внутри коллектива. Находятся какие-то слова, и люди понимают. То есть это этический момент. Я отлично понимаю Олега как руководителя. Просто, видимо, ему не хватает какого-то опыта именно дипломата. Не руководителя такого жесткого, а опыта дипломата, который бы позволил ему выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Назначение молодых режиссеров в татарстанские театры – история не новая. Приходили Туфан Имамуддинов, Ильгиз Зайниев, и конфликтов с труппой не было, по крайней мере, публичных. Работу нашли для каждого. Актеры театра имени Гилязова обратились в Союз театральных деятелей республики и Министерство культуры. И проверку Минкульта уже начал. Лина Зинатульна, Кирилл Хабзи, Сергей Вильданов, ТНВ, Набережные Челны, Казань. Казанский парк Горького сегодня стал культурной площадкой столицы. Здесь развернулся фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья и Тиль. Татары, русские, башкиры, чуваши, удмурты, мордва, марийцы показали, традиционная культура может быть современной. Новую жизнь они вдохнули в музыку, одежду и ювелирные изделия. С культурным кодом народов Поволжья познакомилась Сирина Васильева. Эту хип-хоп-песню на татарском языке Гульназ Шакирова написала сама. Она автор-исполнитель казанского проекта «Дышать». Песни Апипа, Шулай и Айбылбылам сегодня звучали в парке Горького на фестивале новой этнической культуры народов Поволжья. Нам очень было интересно, как бы выглядела народная песня, если бы она создалась сейчас, в наше время. И вот на фоне этого люди очень тепло приняли эту работу, и мы подумали, что нужно продолжать. В течение дня на сцене фестиваля выступили 13 музыкальных коллективов из 6 регионов Поволжья. Среди них мордовская группа «Эйме», чувашский этнофолк-коллектив «Ярды» и другие. Рады выступать в Казани, к тому же на таком мероприятии благом, которое возвращает людям память об их этнических корнях, об их культуре. Сами все шили, сами нарисовали, сами все изготовили. Василика Касаткина на фестиваль приехала из Удмуртии. Представляет свой семейный бренд «Питыран». Мама разрабатывает дизайн сумок, отец раскрашивает. Сама Василика создает ювелирные изделия с национальным орнаментом. Это вот украшения, такие бусы, это новая стилизация маниста. Именно манисты северных удмуртов. Монеты использовались раньше не только в украшениях, но и в одежде. Это они издавали звук и отгоняли злых духов. От этой красоты разбегаются глаза. Уйти без покупок с ярмарки невозможно. Я тоже не осталась в стране. Приобрела вот такой этнокорсет с тюркским народным орнаментом, а на голове башкирское украшение кашмау. Я проводила личный эксперимент. То есть я просто вышла вот так вот на улицу, и я очень много поймала на себе взглядов. То есть вот это, если ты наденешь это украшение, ты не останешься незамеченным. Это же вообще на самом деле очень классно, то, что ты можешь проникнуться вот в ту эпоху, когда носили вот что-то в таком орнаменте. Гостей угощали национальной и адаптированной кухней народов Поволжья. Все могли отведать удмуртские перепечи, русские блины, свияжские оладушки. Этому самовару, он 19 века, у него 16 медалей и 1 медаль царская. Софья Абросимова привезла на праздник старинные тульские самовары. Говорит, чай из них по-особенному вкусный.
Каждый гость, пришедший на этот фестиваль, может попить из них чаю. А чай на наших местных свияжских травках. Там душица, мята, лист смородины, лист малины. С наших сбор трав привезли сюда, здесь заварим. Все гости могли посетить открытый лекторий и узнать много нового о переосмыслении культурного кода. Здесь же развернулись дискуссии и спецпоказ фильма татарстанского режиссера Ильшата Рахимбая «Микулай». Самые маленькие участники фестиваля мастерили брелки из кожи. Мы решили назвать фестиваль «Итиль», потому что издревле река Волга носила именно это прекрасное название в тюркском своем варианте. Так или иначе, каждый по-своему пытается внедрить какое-то новое веяние своей культуре, своему этносу и, соответственно, таким образом привлечь молодежь к тому, чтобы изучать свой родной язык, свою культуру, свою историю. На самом деле это и есть вот эта вот большая цель фестиваля. В Казани «Итиль» проводится 3-й год подряд. За это время его успели посетить более 20 тысяч гостей со всех регионов России. Исключение сюда попали, атмосфера отличная. Мы с семьей пришли гулять по парку, фонтан пришли поющий, вот, и услышали музыку, подошли, а тут все такое огромное, как сабантуй, интересно, нам нравится, вот, подошли, перемечек купили. Фестиваль, он будет способствовать сближению народов, всех народов России. По словам организаторов фестиваля и участников, новый формат взаимодействия культур Поволжья пришелся по душе жителям и гостям столицы. Это значит, продолжение будет. Сирина Васильева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В селе Ислейтар Атнинского района сегодня отметили Беренге Бейреме – праздник картофеля. Здесь выращивают разные сорта, готовят по старинным рецептам и, как в советском фильме, знают все блюда из картофеля. Этот праздник всем селом здесь отмечают уже больше полувека. В этом году собрали у себя всю Атню и пригласили гостей из других районов. Узнала старинные рецепты и попробовала блюда из картофеля Вероника Гайнудзинова. Жареная картошка, а вечером опять картофельное пюре. На главном майдане села Ислейтар театрализованное представление. Сегодня здесь только и речь, что о картофеле. Его здесь любят, каждый выращивает по несколько сортов. Коломбо, Ред Скарлетт, Гала и даже праздник посвятили картофелю. Слишком много труда уложится на выращивание картошки. С весны до осени выращивается же картошка. Еще ждешь, дождь будет. После хлеба это у нас вторая еда, как бы считается, правда? Ведь это второе кушание. И, например, помните кинофильм «Девчата»? И перечисляют Румянцева из картошки, и это можно сделать. Вы знаете, это же великолепный продукт. Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше. Картофель фри, картофель пай. В Ислейтаре тоже знают много рецептов. Даже есть свой, называют Хатали Беренгеса, в честь жителя села. Его так и звали – Хатали. Больше полувека назад он начал эту традицию готовить картофель после сбора урожая и угощать все село. С тех пор здесь и отмечают праздник картошки. Они почистили картошку, сковородку разложили и в печку. Картошка получилась очень хрустящей и вкусной. Поэтому его звали Хатали, бабая звали Хатали Беренгесы. Этот праздник мы посвящаем дедушке Хатали. Он был нашим соседом. Мы маленькие были тогда, но помним его. На таком масштабе еще проходит впервые, но этот праздник в селе Ислейтар, на татарском языке селе Ары, проводился и раньше. То есть он был популярным. Вот когда вот люди собирали урожай, начали убирать картофель, то есть они вместе собирались и устраивали праздник, народное гуляние. А в этом году собрали весь свой район и пригласили гостей из соседних Арского и Зеленодольского. Это у нас самое отдаленное село. Вот такой праздник. Это, во-первых, это дань нашим традициям, которые зарождались у нас, нашего района. И, во-вторых, это привлечение к культуре, привлечение к искусству. Вот здесь готовят на мангале Хатали Беренгесы. Тут хастыбы и начинка, конечно, картофель. Здесь варят бульон из картофеля. Хватит на всех, больше 50 литров. Готовим картофельный бульон. Пожарили морковь с луком, картофель добавили. Еще тушенку сюда нужно. И будем всех угощать. Еще одна фишка праздника – картофель, приготовленный на углях. Как его здесь делают? Кладут на землю, накрывают ведром, обкладывают дровами, зажигают. И как проверить, что картофель уже готов? Ведро должно сначала почернеть, а потом побелеть, и можно
доставать. Такой аромат на весь Майдан. Картошка на костре сегодня самая вкусная еда. Клубни нового урожая. За большим столом угощается каждый, потому что картофель тоже всему голова. Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Атнинский район. Если у вас нет возможности смотреть программы нашего телеканала по телевизору, вы можете скачать мобильное приложение ТАТ-ТВР. Смотрите и слушайте любимые программы ТНВ и Волгорадиуса в своих гаджетах. Смотрит весь Татарстан, смотрит весь мир. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте интернет-газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды на завтра. А я с вами прощаюсь. До встречи. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер летом дешевле. Назовите промокод «Лето» и получите скидку 20% на индивидуальный заказ. Звоните сейчас по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха, Азнакаево осадки не ожидаются. Ночью столбики термометров приблизятся к отметке в 15 градусов тепла. Днем 28 градусов со знаком плюс. Ясная погода без осадков сохраняется в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. В ночные часы около 15 градусов тепла, в дневные часы до плюс 30. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше ясно и сухо. Ночью плюс 11, днем температура повысится до 28 тепла. В Арске, Кукмаре и Балтасе облаков станет больше, но осадки не ожидаются. В ночные часы 16 градусов тепла, днем до 30 градусов со знаком плюс. В Болгаре, Дрожжаном и Буинске переменная облачность. Вероятность осадков минимальная. Температура ночью около 16 тепла, днем до плюс 32. Небольшая облачность прогнозируется в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше. В ночные часы около 16 тепла, днем жарко, до плюс 32. Начало новой недели обещает быть по-прежнему жарким, без осадков. В Казани ожидается небольшая облачность и все так же без осадков. Ночью воздух прогреется до 17 градусов тепла, днем до плюс 31. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха около 44%. Магнитное поле Земли спокойное. Смотрите прогноз погоды на ТНВ и будьте в курсе всех событий. Хороших вам выходных!